Ваша улица, наша площадь. Если мы с вами сегодня не воспользуемся политической ситуацией и не сделаем доброе дело для нашей земли, стыд нам будет и позор. Поэтому надо стоять насмерть. Я призываю вас, граждане, до тех пор, пока мы не совершим свое дело христовым путем, закрытым здесь. Живая Беларусь! Хочется стіни этой посередине глядеть у твари, а злые, бридкие, які там сидять. Я не говорю про всіх, я говорю про ту участку депутатів, яким ви вручили владу, і які в час перевороту ганебно або сховалися на дачах. Сьогодні ми отримали з Могилєва текст, як секретари первичних партійних організацій Могилєва в перший ж день дружно підтримали спробу и дружно подтримали решение ГКЧП. Это ганьба для этой партии, и после этого она не имеет права морального працевать и денежить на территории нашей республики. Звестки, які ми отримали, каналы, и частка з яких уже опубликована, становятся недовольными. Псковский завод обсталявання сувязі в день перевороту отримав заказ на 250 тысяч пар наручников, терминовую нарихтовку и гарантии от Урала Павлова в полном забеспечении металлом. На наручники у их металлу хапає. У нас есть звестки, что такий ж цех запрацював на одним з заводів в Мінську. Я закликаю ще раз усіх прийти сюди, бо тут прийдеться постоять, прийдеться некий час витримати, але повинен скончитися цей проклятий пригнет цих лгунов, які умудрялися заявляти про свою прихильність до демократії і суверенітету, і ганебно зрадили, кинули у перший ж день это. Живе Беларусь! И сегодня самое главное выражается тут, на этой площади, в той зале. Сегодня оппозиция пропонует заборону деятельности коммунистической партии, национализацию маемости, створение властного войска и гэтак далей. Але будет только одна до вас просьба. Будьте тут, не разыходьтесь. Коли вы тут, коли мы отчуваем своими спинами вашу подтримку, нам легче змагаться с большевиками. Шановные представники Страйкама и представники Белорусского народного фронта, я пропоную выбрать вам старшиню нашего сходу на площадь. Пропоную профессора Ярослава Викторовича Хадыку и его наместника Лечорку. Чому я это пропоную? Настал такий час, коли з'явиться шмат скоморохов и Жириновских и всяких провокаторов, які будуть говорити всякую лухту. Не треба їх слухати, треба слухати розумних людей, які будуть розумно вести наш сход. Треба не забываться, что мы цивилизованный народ, мы цивилизованным шляхом оборонили законность, мы законным чином идем до нашей незалежности и до нашей свободы. Прошу проголосовать. Кто за мою пропанову, как Юрась Викторович Хадыка и его наместник Лешорка, были керівниками нашего сходу на площадь? Прошу опустить. Кто супроть? Подаемся на вашу подтримку. Живе Беларусь! Сегодня, как никогда, решается подлинная судьба и подлинного суверенитета Белоруссии и всей его дальнейшей жизни. Еще раз я призываю всех вас быть на этой площади до окончания сессии, для того, чтобы не только поддержать, но для того, чтобы быть истинным глазом народным как глазом Божьим. Потому что для нас сегодня самое главное — это свернуть голову коммунистической гидре, чтобы она перестала керовать народом. Ватаку!
И путем информации решать. Спасибо. Освободят меня Верховный Совет, если надо освободить. Спасибо. У сувязі з тим, що документально засвідчено об підтримці хунти старшиною Верховного Совета Сподаром Дементєєм і його намісником Шаладоновим, я пропоную це посідження вести першому наміснику, а не старшині Верховного Совета, питання об яким буде поставлено на этой сессии. Уважаемые товарищи, наверное, надо любого, кого мы собираемся тут казнить, надо выслушать сначала, а потом казнить. Шаладонов тоже предал интересы белорусского народа. Алло, Шаладонова! Ему не место на трибуне. Надо выслушать любого человека, потом... Надо вывести всех членов бюро ЦК с этого зала. Разрешите. У них руки в крови во главе с Малафеевым, который второй раз предал интересы народа республики. Первый раз предал, когда в 86-м году была катастрофа в Чернобыле. Вы втроем, Гебель, Дементей и Малафеев, были ближайшими соратниками шайки Шлюнькова, членами бюро его. Народ вам простил. Теперь этого народ никогда не простит. И надо убрать Шаладонова немедленно с трибуны. Не позорьте Верховный Совет и белорусский народ. Давайте к микрофону. А вы не закрывайте. Иди к микрофону, на трибуну. Вы не имеете права никакое говорить. Подлецы. Я слушал. Я уже думал. Я прошу тогда... Кончайте базар. Если будет... Я буду ожидать сессии Николая Ивановича на трибуну. Иди. Что вас сказал, товарищ? Говорили, я молчу. Это позор для Беларуси. У нас Смотрите, как живет белорусский народ. И чем ему гордиться? В какой нищете, обворованности он живет. И чем им гордиться? Не кричи по духам, не кричи по духам. Не кричи, порядок соблюдай. Порядок будет в конце, то концов не будет порядок. Как может называться такая организация партии? Подумайте, ведь это же стыд. Ни одна себе, даже шайка не позволит себе такого. Ведь весь верхний аппарат, включая членов бюро, ЦК, обкомов, горкомов, массово начал выходить с партии, бросая. Разве это партия? Разве это организация? О какой партии вы отстаиваете сегодня? И о какой партии вы говорите? Ее не существует. Вы говорите, Станислав Станиславович, что не надо искать виновных. Надо, Станислав Станиславович, чтобы этого больше не повторилось. Чтобы каждый знал наперед, что если только он посмеет поднять не то что кулак, как Давлют говорил, а только палец, он будет немедленно отрублен. И только во имя будущего, во имя наших с вами малых деток мы это должны сделать. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. И хочу вам поведомить про то, что теперь в зале посвященной сессии Верховного Совета. Як завсюди Николай Дементей почав на сесії у своїм обичному режимі, у своїм звичайному режимі, у режимі повної аналогічності. Опозиція пропонувала конкретний блок повестки дня, конкретні пропанови. На великий жаль, ви бачили, що ніякі пропанови опозиції не пройшли і пропанови президію Верховного Совету, окремя питання про союзний договор. Таким чином, у наявності назирається те, що на мові міжнародного права називається парламентським кризисом. У любой іншій правовій державі виник парламентського кризису – це автоматично розпуск парламенту і нові вибори. Але тепер президіуму дав ще один шанс. Йому пропонували зняти свою пропанову, таким чином застається у силі пропанова депутатської опозиції. Ви бачили так само, що комуністичні депутати відмовили поставити в повестку дня питання персональної відказності Дементея,
персональной отказности членов президиума, об национализации маёмасці КПСС и гэтак далей. Я выступал и закликал прислухаться, хотя б для ныне, разумеюсь, політично, прислухаться до голосу інтуїції, бо департизація, націоналізація, вона все равно відбудеться, але вона відбудеться знизу. І може здаритися, що вона відбудеться, скажімо так, не зовсім цивілізована. А ми пропонуємо їм цивілізовані шляхи усіх гэтых дзеянняў, конституційні шляхи, тое, що фактично вчора почав робити Єльцин. Але саме дивне, що у гэтых людей, у гэтых большевиков, у гэтых політичних динозаврів відсутнічає навіть почуття власного самозаховання. Тому я пропоную вам застатися тут, на гэтай площі. Заборони діяльності КПП, КПСС на території Білорусі СССР. Сьогодні якраз критичний момент. І один шанс, коли ми можемо разом з вами перемогти диктатуру і усталювати демократичний лад на Білорусі. Допоможіть нам. Я звертаюся до всіх білорусів, до всіх жителів Мінська. Приїдьте на площу, допоможіть нам змагатися з цією диктатурою. Живе Білорусь! Живе! По сегодняшнему заседанию видно, что этот Верховный Совет не руководствуется не Конституцией СССР, которую они говорят, что мы должны защищать. Казалось бы, там все тоже расписано. Они не руководствуются не Конституцией СССР и, по-моему, не нравственностью, не моралью. Остался вот сейчас после перерыва, наверное, последний шанс. Если все-таки Верховный Совет примет предложенную повестку оппозиции, в чем я глубоко сомневаюсь, и примет те проекты постановлений по каждому пункту этой повестки, то может быть еще родится какое-то слабое чувство того, что все-таки мозги Верховного Совета начнут работать в нужном народном времени. Хотя я не верю в это. Но если не примет, надо ставить кардинальный вопрос один – распуск Верховного Совета. Другого пути нету. Вопросы, которые нам надо решать, эта хунта не хочет решать. Значит, обстановка накалилась до предела. Мы сейчас обратились к минчанам по радио, чтобы они сюда собирались. Ничего делать в этом плане. Я прошу вас, звери, что ли? Остановите! Его назад! Пойдем! Пойдем на площадь! Там оттуда до хлеба! Здарилося, як ви чуєте, то, що повинно було статися. Фактично, у залі Верховного Совета сидить хунта. У їхніх руках кнопки. І вони вирішили любими шляхами вижити на гэтай сесії. Гэта, разумеется, они зараз опынулись у таким становищі, як некалі у Гашака, калі вы памятаеце бравого солдата Шлейка, один гандляр продавал австрийской армии корову. Корова была худая, одни кости и скура, и старая, напевно, 200 годов. И тем не менее, он так клялся, что это хорошая корова, что якая она молодая, якая насытая, як она доится.
что те австрийские офицеры выпучили в очи и от невероятности не могли верить, как так можно говорить. И они пошли плевать на этого Гандера, бить со стека, топтать. И он все ровно на земле кричал, что очень хорошая корова, купите, доится это колей. И настолько они были уражены, что не купили эту корову. Вот глядячи на эту хунту, у меня такое выражение, что они хочет продать корову. Ніякая мораль, ніякая, що б не було, глядять собачими очима і зразу усміхаються. Для нас не застається ніякого зараз вибору, а крім того, як рихтуватися до усеогульної всебілоруської забастовки. Отбудется ядерная забастовка. Я не ведаю, як отнесется наш народ, слухаючи ось гэты цинічны спектакль. Але калі гэтага не адбудзецца, то гэтыя самыя культисты, якія рыхтавалі нам ужо рэпрэсіі на 5-6 дзень, ужо было ўсё падрыхтавана. У нас ёсць звесткі, каго ў першую чаргу павінны былі арыштаваць і адправіць на той свет. То калі гэтага не адбудзецца, то ўсё зыдзе з рук. Нам плюнуць у 100-й раз у обличье, и будем мы ходить на наши рабочие места, глядеть у их циничные физиономии, слушать их циничные речи об консолидации и так далее. И хватит прикрываться словами о простых коммунистах. Сегодня нет простых коммунистов. Либо я помогаю этой проклятой Богом власти, либо я действительно человек и хочу жить по-человечески. И да благословит вам Господь. Может произойти на территории Беларуси, если это пройдет еще какое-то время. Тихими в больницу увезли. Наслышаны. Плевного еще с вашей Фашисты! Давайте,
Спокойно, все спокойно. Мы европейцы вспомнили. Все, хай идут, отпускайте, хай идут. Депутат Гончар, я думаю, нам не надо дискредитировать деятельность Верховного Совета в очередной раз. Есть вещи очевидные в любом правовом государстве. И даже подозрение в антиконституционной деятельности делает абсолютно и автоматически невозможным продолжение деятельности высших руководителей. И если не хватает гражданского мужества и политической совести уйти, наконец, давайте еще раз проведем голосование. И я думаю, что это голосование будет уже последним. Про бандурку Ленинградская администрация. Два слова. Зараз у нас перерахунок об'явили. Почали об'яви, опрос КПСС, все, що було зроблено. Вилізли з попередження на трибуну Молотовєву, його загнали на трибуні далі, поскольку другого в Україні, і так йому було і заявлено. Що дотичиться Мінцея, то все заяви, які були йому зроблені, ніякого гостей. Це кримінальний чоловік, його відбуває. Сядіть і як слідує. Зараз продовжує сесія. Значить, ми будемо ставити питання про заявлення Пахового до Думки ЦК, Горкова, там мы можем еще документы. У нас известно, что у Горкова документы смещали. За того, как там стояли и громадянские пикеты. Так само. Добре було. І що ще? Конечно, зараз, шановна громада, треба нам повна підтримка ваша, тому що ви депутати нічого не роблять, і при умові, коли буде розпущена КПСС і образування нашої структури, то ці структури повинні нам висити, повинні діяти, просто без структур нічого не буде. Хорошо? Они сюда подойдут ближе. Поэтому лучше вон. До Марка, станьте Товарищ старшина, подождите еще. Сегодня, я не могу через верх с вами разговаривать. Сегодня по распоряжению Пилипенко были выставлены посты, в том числе и здесь. На каком основании было приказано ни одного человека не упустить в здание? Вы когда заступили сюда на службу? Во сколько часов вы заступили? Вам передавали ваши предшественники, что никого не упускать. Очень интересно. Оттуда, с этого здания, всех посторонних вывести, кроме милиции. На каком основании выводить? На каком основании? На основании приказа вашего начальника Пилипенко, генерала. Начальник Пилипенко еще не закон. Или для вас Пилипенко? А кто для вас закон? Малафеев, что ли? Вы на сессии примут. Ладно, старшина, иди гуляй, делай свое дело. И подумайте про своих детей и внуков. Тихо, все. Вы давайте не это. Что надо Фамилия! Разрешите пройти. Все. Спокойствие, пожалуйста. Спокойствие, Вот так.
Постой. Девочка, стой. Напечатай, вот. Так, друзья, минуточку внимания. Пожалуйста, большая просьба. Ну как это? Моя фамилия Дельковский. Я председатель комиссии по законности Минского горсовета. Член Сойма Белорусского народного фронта. Значит, первое. Во избежание любой штурмовщины, которая может быть здесь со стороны провокаторов, попытки уже были, равно как и со стороны архива, я попрошу всех для начала отойти. Представители общественности находятся внутри. Есть там народные депутаты. Связь есть как здесь, так и с другими. В настоящее время, через 20-30 минут, сюда подъедут с решением исполкома. Решение исполкома Минского горсовета гласит о том, что опечатать здание ЦК, обкома и взять под охрану. Это решение уже есть, понятно? Організація КПВ КПСС. Ми внесли пропанову об спиненні і забороні діяльності КПВ КПСС, як організація, яка в особі свого бюро відкрито підтримала путч, відкрито, будемо казати своїми словами, призвала до фашистського терору. У нас пропанова, яка, як я лічу, цілком юридично підрихтована, але большевики гэтага не зробити не хочуть. Усялякі абвяшчэнні суверэнітэту пасля таго, калі не будзе зроблена гэта, не будзе забаронена КПВ КПСС, яны зноў нам мала чаго дадуць. Таму мы цяпер зрабілі перапынак, яны былі вымушаны зрабіць перапынак, цяпер яны гэту прапанову вылучаюць. Момент цяпер адказны, можа здарыцца так, што сёння нам на плошчы будзе патрэбная ваша падтрымка. Тому я вас вельми прошу, мы еще будем, правда, звертаться до народа, до менских громадян про трансляцию. Теперь пойдите, позвоните своих знакомых, обзвоните, соберите тут людей. Бо только когда вы тут на этой площади, только на этой евро, может до чего-то достичь. Там собрались люди, які уже учора обвинувачували нас у этом перевороте. До гэтых людей нічога не доходить, они канчаткова стратили розум. Але у них есть только одно, у них засталося только одно почуття, коли уже атрофировалось сумление. У них засталось почуття страху. Мы теперь потребовали опечатать ЦК КПБ. Было известно, что в тем же самым Минском городской партии сегодня ночью полили документы, полили списки, по яких повинны были брать нас. И мы, безумовно, когда фронта просрывалась, уже сегодня, видать, были где-то на нарах. Але страшно то, что были на нарах мы. Страшно то, что снова бы наш народ захлинулся в крови, как это было в 1937 году. Это организация злочинная. Покуль большевистская зграя будет исновать, покуль она будет топтать наш народ, не будет этому народу счастья. Тому подтримайте нас, это покуль одиное, что вы можете сделать, подтримайте нас тут, на этой площади, а мы будем змагаться за ваши интересы там, у зале. Живе Беларусь! Дякую! Віншую вас, жихари Білоруської Советської Соціалістичної Республіки. Мы за это росы 3 года змагалися. Вообще, и коммунистов заборонили, и незалежность. Давайте еще, может, чуть-чуть. Белорусской Советской Социалистической Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон. Thank you.
надо же смотреть по конечному результату. Если результат есть. Завтрашнего дня. Поздравляю! Такой шаровой маршевой песней белорусской национальной гвардии. Живя Беларусь! Дякую, шановна громада, що ви вистояли такі тяжкі дні тут, на площі. Ще вчора не було ніякої певності, і сьогодні на раніці було вельми тривожно. И так само не было певности. Распускали всякие плетки, что ОМОН тут эти рыжские, что будинок заминированный. Якой только вы узнали, вы чули, я говорил про отдел дезинформации, який у КДБ. И наместник старшины КДБ клялся, что нема такого отдела. Я ему хотел сказать, что уже кто-кто, а я готов проверить, что такие отделы есть. Так ось, ще і на раніці не було певності, але ми добре ведемо психологію цих людей. Вони тільки силу вважають. І хоч вони тут були, як кажуть, опущені, тому що нема у їх вже зараз ніяких ні аргументів, ні психологічних, ні логічних, але це супротивлення цинічне, глумливе, воно відчувалося весь час. І до якого нахабства доходили. Навіть Малафеєв вийшов без спросу на трибуну. Він ще хотів nešto говорити. І тут депутати не витримали. Вони несколько десятков человек побегали и сказали: вон отсюда, у тебя руки в крови, ты без спроса депутатов, кто-то еще допустил, но он не дали сказать слово. И потом количество все-таки наместник, шануючи, як він сказав, господаря Змінцея, який йому слово представив, дав йому це слово, то всі демократичні депутати покинули зал. Його ніхто не слухав. Що ми добилися?
мы добилися максимуму, чего можно было в этой ситуации добиться. 100% добиться тут было немагчыма. Але мы все-таки, я лечу, добилися максимуму. Так вот, была такая небяспека, что яны примут суверенитет, а потом зарежут департизацию и зарежут все питания, связанные с хунтой. И такие потуги были, сапраўды. Ставилася на перший план принять 72-й артикул, это такий хитрый был ход. Ставилася питання спочатку там суверенітету, все это ходы робилися. Але мы были уже на чаку. И тому нам удалось настоять таким чином, как все ж таки разглядались первые питания об спынении деятельности КПБ, КПСС, об департизации, об национализации маёмости. И повинен вам сказать, что в основном эти законы приняты. И вот только после того, коли пройшли все эти постановы об департизации, об национализации, об спынении деятельности КПБ, или тогда были приняты постановы об том, как Комитет державной безопасности подпорядковать только Верховному Совету, Министерство внутренних справ только Верховному Совету, вот им либо и с войсками. И с войсками. Это вельми важно, потому что, створаючи национальные войска, мы не повинны его стварать на пустом месте, где мы возьмем зброю и так далее. Треба вот на основе тех структур, какие есть. Это вельми важно. И только после этого мы приступили до закона о суверенитете. И он принятый как закон об надании конституційного статуса декларации о державном суверенитете. Конечно, это не то, что мы хотели. Мы зробили вельми хорошую постанову об объявлении незалежности республики, где был пункт о денонсации договора 22 года и расписаны все питания. Ну, яны оказались вельми осторожными, и я разумею, яны, так сказать, думают еще, максима, нечто вернется, ничего уже не вернется. И это было принято. Я не ведаю, ці чули вы тут трансляцию, мне было только 3 минуты, я вельми спешался и, так сказать, ну, сконцентровал основные думки. Але это была тая ситуация, коли интересы супали, але яны супали не на одной основе. Ихние интересы, конечно, іншого плана. Им не на выходу зараз. Не на выходу. Яны боятся, з одного боку, нашей демократии, боятся народа, а з другого боку, яны бачат, что объективно уже Советского Союза не існує, Компартии уже не існує, КПСС распадается, и деваться им нема куди, просто нема куди деваться. Як ніяким чином своє становище тут улагоджуватися своїм народом. Нема куди. І тому яны вимушені були пойти на цей крок. Я лічу, гэта найвялікшая заваёва и законодавчая, и дипломатичная, и психологичная, потому что створена основа. Коли б не была створена основа с департизацией, с забороной, с припынением КПБ, это не была перемогой. А так, это сапраўды перемога. Але, шановная громада, это только початок. Повинен включиться активно народ у поддержку Верховного Совета, оппозиции Верховного Совета. Потому что он недолго будет існувати, все равно. Але треба у поддержку этих законов. Коли не будет такой поддержки, то все структуры у них застались. Они подорваны, але яны, я кажу, еще не зникли. Они только, я кажу, психологично подорваны. То яны звядут до того, что все эти завоевы, яны не будут реализованы. Они не будут реализовываться, они просто не будут выполнивать. Тому треба их примушать. И это только первый крок. Только первый крок, але наступный крок, на який мы выйдем, это с уснятыми стягами, оптимистично, с песнями, с потребованиями, на законной основе, не боючися нікого, не зневажаючи, а як свободные люди, справджуючи того, що досягнув наш Верховний Совет супроть КПБ, яка ще існує і много може наробити шкоди.
Мы зараз законно будем змагаться с этой гидрой. И в этом сенсе вельми важно нам это разуметь. Коли такая подпрымка будет, то я уверен, Беларусь будет и свободной, и незалежной, и не коммунистичной, и демократичной. У нас Беларусь, наверное, 10 миллионов, компактная территория, выдатнейшее геополитичное становище, выдатнейшее, все шляхи и поветренные, все идут про нас. І маючи незалежність, ми можемо це використовувати вельми ефективно, коли ми використаємо і нашу електроніку, і наші розуми, наші мозги, коли ми будемо любити нашу батьківщину моцно, то у нас є усі можливості стати свободним, щасливим, заможним народом, і нас будуть поважати, шанувати, і тоді життя наше буде радісним. А жить добре – це саме найвеликша коштовність. Просто ми давно не жили, мы не жили еще при свободе. Мы еще добре не усведомляем, что это такое. И вот начинается разница. Так давайте ж памятать об том, что от нас будет залежать, как будет должиться наш светлый день. Живет Беларусь!